Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Ситуация между вами и его глазами. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его и попросите рассказать, как он воспринимает то, что происходит между вами, что он об этом думает. Я думаю, что все уже загадали, настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть шестью моими руками. То, что сейчас скрыто. Так. Ну, тут ситуация праздника, мои хорошие. Праздник. Ему с вами хорошо. Ему с вами легко. Его, в принципе, все устраивает. Да, есть у него претензии, я о них немножко позже расскажу. Но вот в целом, да, то, что происходит между вами, какая-то велотекущая ситуация, она его вполне устраивает. Для него она комфортная. То есть он считает, что так и должно быть. Ну, что мне спешить, что мне тут, извините, попу рвать. Я и так себя неплохо чувствую. Значит, смотрите, он вас любит, он вас заинтересован, вы ему даже, знаете, как больше удобная, да? Вот с вами удобно. Вы тихая, вы спокойная, ну, обижаетесь вы молча, его особо там не трогаете, на конфликты на рожон не лезете. Ну, а о чем еще мечтать? Все замечательно, он вас позвал, вы пришли, он молчит, вы его и не трогаете. Ну, сами понимаете. Вот, что ему не нравится? Ему не нравится, что вы на него обижаетесь и, как ему кажется, абсолютно без причины. То есть он не понимает, за что вы на него обижаетесь. Когда вы перестаете с ним разговаривать, когда вы закрываетесь сама в себе, ну, думает, что у вас какая-то блажь, да, либо ПМС, да, то есть вы там на него обиделись, он такой, ПМС, да, пройдет. Там сколько дней надо подождать, да, все будет нормально. Вот здесь, честно, это ваш косяк, серьезно вам говорю. Слишком вы его жалеете, слишком вы ему какие-то тепличные условия создали. Вы понимаете, у него, извините, на попе ни один мускул не трогается. Он знает, что все хорошо, что вы стабильная, что вы любите, что вы никуда от него не денетесь, да, что будете ждать, что будете терпеть. Вот он это знает, он этим пользуется. Он от этого на самом деле кайфует. Вот, мальчик в рай попал. Ну а что? Прекрасная женщина, вот ангелочек терпеливый. Ну, я могу, почему? Не подгорает у него, мои хорошие. Нет нужды ему активничать. Нет нужды мотивации, да, что-то вот делать, стараться, либо как-то себя показывать. Он у вас, кстати, ленивый. На самом-то деле ленивый и такой прям лишнее движение, оно ему прям как боль доставляет. Смотрите, для тех, кто в браке, потому что я вижу, кто-то вот и в браке загадал, как совсем уже от рук отбился и ну, практически ничего делать не хочет. Вот отстань, не лезь, разберусь, справлюсь там и прочее, прочее. Мои хорошие, надо брать его в ежовые рукавицы. Вот если вы этого не сделаете, ну так и дальше у вас будет болото, комары, лягухи, ну и все прочее. Ну серьезно, вы этого хотите? Залюбили, затискали, заласкали. Вот и все, он расслабил булки свои и сидит теперь, наслаждается. Нету мотивации, нет стимула. А мотивацию и стимул должна давать вы. Вы, женщина, любимая женщина, хозяйка. Понимаете? Вы должны давать ему мотивацию. Придумайте, поработайте над собой. Ну почему да, вот его отношение удобное, спокойное, нравится? Ну что это? Он должен к вам гореть, он должен тут, понимаете, голыми руками рыть землю ради вас, чтобы там заслужить вашего внимания, заслужить вашей там похвалы, улыбки, да, заслужить. Вот, а этого не происходит. Слишком балованный мужчина.
Смотрите, что ему у вас не нравится. Ему еще не нравится, что вы постоянно от него что-то ждете. Может быть, вы говорите свои просьбы, озвучиваете, а может быть, намекаете. Вот. И он все понимает, но он выбрал такую тактику, типа, я намеков не понимаю. Вот не понимаю и все. А когда мне в лоб говоришь, вот что-то со мной происходит, я слышать перестаю. Вот как слух теряю временно. А потом он, конечно, возвращается, но вот когда просьбу озвучиваешь, я ее не слышу. Вот. Такая странная хворь на него нападает. Знаете, я не хочу вас обижать, но мужчина все-таки вами играет. Не хочу говорить другое слово, но вот очень похоже. Очень серьезно. Хорошие отношения, хорошие, либо перспективные, либо добрый брак. Но все как бы портится вот этой вашей гиперлюбовью и гиперопекой над этим человеком. Страх, ой, а вдруг он обидится, а вдруг он неправильно меня поймет, а вдруг он там расстроится, распереживается, да, подумает, что я слишком какая-то требовательная. Девчонки, так нельзя, нет, так совершенно нельзя, вы не правы. Вы своими руками вот этого мужчину, ну, уже так разбаловали, так уже прям все ему, понимаете, все, вот все, что хочешь, все тебе на. Главное, будь в хорошем настроении, да, главное, чтобы у нас с тобой конфликтов не было. Ну, не знаю. Он у вас тут вообще обнаглеет скоро, и потом уже будете другие решения обдумывать, честно вам говорю. По крайней мере, ну вот с вашей стороны я вижу, что еще у вас как-то более-менее терпения хватает, а дальше может быть и прорыв. Когда вы скажете, ну хватит, с меня хватит такого отношения пренебрежительного. Это что вообще такое? Я женщина, я хочу любить и быть любимой. Я хочу, чтобы обо мне заботились, баловали, ухаживали. Да хотя бы обеспечили мне какие-то элементарные условия, которых достоин каждый человек. Вот мои хорошие. А потом, понимаете, как у нас по классике, да? Споры, скандалы, расходы, разводы, разбеги. Вы должны сейчас показать этому мужчине, что за вами надо ухаживать, и что нужно стараться, и что нужно вести себя достойно, чтобы вы, не он, а вы получали удовольствие, радость, и у вас было желание с ним продолжать. Мои хорошие, на самом деле он к вам очень привязан, и еще раз говорю, он чего так себя ведет? Да потому что успокоился, видит, что с вами легко справиться, что можно покапризничать, что можно там нахмурить брови. Вы сразу, ой, не, пожалуйста, только не обижайся, давай не будем. Вот. Вам бы характер проявить, либо начать потихонечку проявлять в мелочах. Займитесь больше собой, займитесь своей жизнью, своими интересами. Покажите ему, что на нем свет клином не сошелся. Поверьте, это очень хороший стимулятор для того, чтобы он старался. Вы должны одно понять. Вот ваша пара, счастье вашей пары, оно в ваших руках. Не в его, нет, не кто-то что-то там решает, а именно вы решаете, девочки. Вот в данной конкретной ситуации, вот женщина, главное лицо. Да, я вижу, что вы сейчас где-то на вторых, на третьих ролях, но по факту именно вы решаете, будет будущее у вашей пары или не будет. Вас, кстати, тут совсем чуть-чуть, да, 5 минут и можно довести до такой бури, что этот мужчина бедный будет. Бедный, действительно. Что самое страшное, что он не поймет. Пока вы ему в лицо говорить не будете, он не поймет. Не поймет и все. Будет считать, что у вас, ну не знаю, там, действительно ПМС, либо климакс, либо что-то там, нечистый дух вас селился. Но что он нерадивый, извините, супруг, либо мужчина, который топчется на одном месте, он так и не поймет. Стимул, давайте ему стимул. Смотрите, все устраивает, все нравится, все прям для него так гладенько, идеально. Вот пусть так и остается. Если вы с этим человеком встречаетесь, знаете, вот в таком формате вы можете встречаться, не знаю, еще там лет 20, просто встречаться.
И все, никуда вы не пойдете, ни до чего вы не дойдете. Если вы в паре, в браке находитесь, вместе проживаете, вот он как не делал, так и ничего делать не будет. А зачем? Ну, ради чего? Зачем ему, извините, попу напрягать, да, с дивана ее поднимать? Зачем? Вы же особо не требуете, ну что, ну он может там вам сказать, там, не получилось, ну потом, в следующий раз, потом обсудим, да, и вы как бы это все укушаете, говорите, окей, ладно, давай. Вы ждете от него действий, я это вижу. А он считает, что ему делать ничего не надо, что все и так хорошо. Девочки, надо работать. И работать усиленно. Хотите, посмотрите каких-нибудь психологов, да, которые дают хорошие советы. Хотите, поговорите со своей мамой, либо бабушкой. Вот они точно знают, как мужчину замотивировать. Может быть, вы действительно в отношениях неопытные. Может быть, вы настолько сейчас влюбленные, что вы этого не замечаете. Хотя, ну, смотрите, я вижу, что у вас уже кипит, уже бурление пошло. Вот это негодование на мужчину. Все равно рано или поздно это выроется. Обыграйте эту ситуацию, обыграйте. Все можно переменить. Поймите, все можно переменить. Как только вы немножечко сбавите обороты в его сторону, то есть себя начнете ставить на первое место, себя, свои интересы, жизненные интересы, там, карьеру, там, подруг, не знаю, он будет напрягаться, и уже он будет перед вами заискивать и искать вашего внимания. Вот именно так у вас и должно сработать. Вы зачем на эту отсыпку попали? Чтобы вы получили эту подсказку. Может быть, вы вообще первый раз в жизни смотрите онлайн-гадание, а тут еще такое странное на песке, да? И вы сами себя спрашиваете, боже, а чего я это смотрю? Зачем? Для того, чтобы получить подсказку. Меняйте свое поведение. Я не призываю становиться вас стервой. Нет, ни в коем случае. И не призываю там пуститься во все тяжкие. Не-не-не. Здесь важно себя обозначить номером 1. Я любимая, я прекрасная, и я достойна всего самого лучшего. Хочешь быть со мной? Ну тогда давай, подтягивайся ко мне. Не меня к себе тащи, а ко мне сам подтягивайся. У женщин на самом деле очень тяжелая судьба, гораздо тяжелее, чем у мужчин. На нас и мужчины эти, которых нужно и тянуть, и воспитывать, и детки, которых тоже нужно и тянуть, и воспитывать, и родственники. Ну, все на женщин выпадает. И домашняя работа, и мирская работа, все выпадает. Нам гораздо тяжелее, чем мужчинам. Поэтому, мои хорошие, научитесь себя любить. Научитесь себя превозносить. Это очень важно. И тогда не успеете глазом моргнуть, как ваш мужчинка начнет меняться. А он будет меняться, у него нет других вариантов. А какой вариант? С вами расстаться, вас потерять? А как он жить без вас будет? А он ведь вас любит. А он ведь без вас уже не может. Конечно, будет меняться. Пусть не сразу, но тем не менее будет. Мои хорошие, лентяй и абьюзер. Честно. Ну вот такая характеристика. Я это вижу. Ничего не хочу. Все устраивает, пусть так и дальше будет. Но все-таки решать будете вы, не он. Поэтому, мои хорошие, прислушайтесь к советам и попробуйте немножечко поменяться. Поменять свое поведение, поменять свое отношение. И я вас уверяю, будет прекрасный результат. И жизнь ваша улучшится, качественно улучшится, понимаете? Поэтому действуйте. У него все хорошо. У вас плохо, у него все хорошо. У него претензий практически, да, нет. Ну, там по мелочи, я уже вам сказала. А у вас уже прям, да, кипит. Поэтому, мои хорошие, пока не поздно, берите ситуацию в свои руки и все меняйте. У вас хорошая пара, и вот она, ваша любовь по этой чаше. Она есть, она будет и дальше развиваться. Но вам нужно сейчас перенаправить в правильное русло вашу любовь, чтобы все-таки было по-честному, по-правильному, и чтобы эта любовь была в удовольствие. Все получится, все будет хорошо. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.